Мир вам, милость Аллаха, Его благословения. Мои дорогие, сегодня, с позволения Аллаха, мы проведем 4-й урок из 2-й серии познавательных лекций для больных. Мои дорогие, тема урока – пораженный с глазом, сихром и одержимостью. Эта лекция является продолжением нашего разговора о диагнозе, прослушать который полезно для всех, будь человек пораженным или не знающим о своей болезни, но желающим убедиться. И я говорил на прошлой лекции, на 3-й лекции под названием «Поставь себе диагноз сам». Я сделал там разъяснение и ограничился лишь вопросом дуа и просьбы у Всевышнего Аллаха. Просьбы у Аллаха указать больному на его поразившую болезнь, как это сделал наш пророк, мир ему. И я опять и еще раз повторяю, что в этих моих лекциях я, и особенно потому, что это серия лекций, поэтому любая лекция напрямую связана с предыдущей и следующей после нее. Не нужно приходить и говорить: «Шейх сказал в своих лекциях о диагностике, что это следует делать только посредством дуа». Несмотря на то, что по милости и благосклонности Аллаха, многие из тех, кто просматривали этот урок, сказали: «Да воздаст вам Аллах благом». И даже один брат из другой страны, из Америки, он читает там рукью, я сказал это одному брату, и он ответил: «Первый раз я услышал наставление делать дуа Всевышнему Аллаху и просить его дать узнать о состоянии своей болезни. Все свое время и все свои программы я брал от чтецов или слушал разные записи». Итак, сегодня мы поговорим о пораженных с глазом, сихром и одержимостью. Между ними есть разница, и это важно понимать. Почему же? Потому что большинство пациентов, и не только пациентов, приходят уже прочитавшие все, что можно найти в интернете или ютубе, каналы чтецов руки или тех, кто занимается вопросами руки. И оттуда они накопировали материалы из этих сайтов и аккаунтов в интернете. И такой человек приходит и говорит: «Я не знаю, у меня с глаз сихр или одержимость. Или же у меня, может быть, все это вместе взятое. С глаз, сихр и одержимость». Я отвечу с помощью Аллаха. Если человек хочет сам понять, что с ним, до этого он обязательно должен читать и учиться тому, что считается симптомами с глаза, на которые указывают большинство чтецов, или которые упомянуты в Сунне и так далее. Он также должен посмотреть на себя, является ли он человеком, которого потенциально может поразить с глаз, или это просто вред, приносимый джиннами, который он считает поражением с глазом или еще чем-то. То же самое можно сказать и о человеке, считающем себя пораженным сихром. Он может быть поражен с глазом, но пойти к чтецу, который после чтения скажет: «На тебе сихр». Хотя на самом деле это не так. Об этом мы сейчас и поговорим по воле Аллаха. Я говорю с надеждой на Аллаха. Когда человек садится, чтобы проверить самого себя, узнать, болен он с глазом, болен он сихром или одержимостью, он перед этим должен прочитать о том, какие симптомы бывают при, например, одержимости. Причиняет ли кто-то его телу реально ощутимый вред, наяву или во сне? Замечает ли он на своем теле какие-то изменения? Например, какие-то следы от побоев, или царапины и подобные вещи. Замечает ли он пропажу каких-то предметов в его доме? Может, какие-то предметы из его дома пропадают? Таких вещей много, и человек должен иметь понятие о том, что по этому поводу пишут и рассказывают на так называемых правильных интернет-ресурсах или в некоторых книгах, которые были написаны на эту тему, что указывает на одержимость, как во сне, так и наяву. Реальные, а не просто наущения. Затем следует узнавать и читать о видах одержимости. Одержимость бывает внутренней. По ее причине у человека может случиться приступ.
Она также может заставлять его совершать такие действия, которые сам человек никогда бы не совершил. Это не то, когда начинаются наущения, и человек говорит: «У меня начались наущения, и я сделал то, что сделал, и сам не знаю, как я это сделал». Нет, это, например, когда человек стоит прямо и вдруг поворачивается в другую сторону. Человек поворачивается по кибле, совершает намаз, но обнаруживает себя повернувшегося направо или налево, или по направлению к Иерусалиму, сам не зная, как это вышло. Человек совершает намаз и вдруг начинает кричать голосом изнутри. Здесь можно сказать, что у него внутренняя одержимость, которая совершенно очевидно берет его тело под свой контроль. Но бывает и наружная одержимость, или так называемое нашествие, когда человек ощущает вред снаружи, например, удары по лицу. Кто-то дергает его за волосы. Здесь можно сказать, что это явление наружное, и этот случай отличается от первого. Также он должен оценить свое собственное положение. Как я говорил об этом во многих лекциях и наставлениях, пусть не приходит человек, не совершающий намаз, совершающий харам, человек, не соблюдающий права родителей, притесняющий других, не читающий утренние и вечерние зикры, видящий в себе эти симптомы и пытающийся вылечить себя от сглаза или одержимости, или видящий шайтанов перед глазами. Здесь я говорю, перед тем, как начнете ставить себе диагноз, вернитесь ко Всевышнему Аллаху. Облачите себя качествами предавшегося и верующего человека. Оставьте все то, что вам запретил Господь миров. И после этого посмотрите, остались ли симптомы. Большинство из них говорят: «Шейх, они пропали, улетучились». Или ушло 50% того, что я чувствовал. Итак, это и есть ваше лечение. И даже диагноз себе ставить нет смысла. Но мы говорим человеку: если вы из числа праведных людей, из последователей прямого пути, из числа богобоязненных людей, и вместе с этим вы ощущаете что-то из этих симптомов, то здесь я говорю, проверяйте себя в зависимости от ваших симптомов. Давайте вначале поговорим о сглазе, а также зависти. Мусульманина может коснуться сглаз и зависть, как от человека, так и от джинна. Джинны тоже могут поразить человека сглазом и завистью? Да, потому что Иблис и его потомство питают зависть по отношению к детям Адама. До самой вашей смерти они вам завидуют по причине любого блага, которое вам даровал Аллах. А к мусульманам они питают зависть еще больше, к верующим и единобожникам, потому что они хотят, чтобы они в судный день гарантированно оказались вместе с ними в огне гиены. Поэтому Иблис и его войско стараются сбить с пути детей Адама, как об этом сказано в книге Всевышнего Аллаха, спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными, и в прочих аятах и хадисах по этой теме. Итак, они питают зависть к мусульманину во всех вещах, больших и маленьких. Но значит ли это, что человек теперь должен все свое время, 24 часа, защищаться зикрами и говорить повсюду глаза шайтанов, смотрящие с завистью на мою молитву, на мое поклонение, шайтаны, вредители, как это делают некоторые чтецы? Нет. Да, человеку завидуют шайтаны. Я это понял. Значит, достаточно делать зикры и жить дальше. Если только вы не почувствовали следствие этой зависти или следствие этих сглаз, желающих вас сглазить. Я бы хотел, чтобы слушатель, чтобы не говорить долго, открыл мой сайт, нашел мои уроки, которые проводились на научном канале ЗАД, о сглазе и зависти. Какие бывают симптомы, причины, как от него защититься, и что защита бывает как для пораженного сглазом, так и для самого сглазившего. И что должен делать человек, чтобы обрести знания в вопросах сглаза и зависти? И одним из наибыстрейших способов проверить себя — это посмотреть на самого себя. Какие блага я имею? У некоторых есть деньги, у других красота, у третьих сила, у четвертых дети. Может ли это стать причиной зависти? Должен посмотреть и понять свое положение. Я, например, всегда в убытке, хотя все делаю правильно. Или я был красивым, а теперь появились какие-то уродства, которые медицина не в силах объяснить. Или среди моих детей кто-то каждый день заболевает. Я иду в больницу, но там мне не могут помочь. Итак, все это признаки. И надо сказать такому человеку: проверь себя сам.
Прослушай, например, рукью с глаза и зависти. Или обратись ко Всевышнему посредством дуа. Как в диагнозе, скажите: «О Аллах, покажи мне, что со мной, с моими детьми, с моими деньгами, с моим уделом, с глаз ли это или зависть?» Или: «О Аллах, если это вещь, которая постоянно со мной случается и вредит вследствие сглаза, то покажи мне это и сними ее с меня». И еще человек может послушать некоторые записи, или прочитать некоторые аяты, которые читают чтецы, в которых упоминается слово «глаз» или «зависть», или же «благо», «знание» и так далее. И некоторые говорят: «Я прочитал эти аяты и почувствовал мурашки в теле, потовыделение, холод, жар». Здесь можно сказать, не утверждая, что есть сильная вероятность, что это следствие поражения с глазом. И может быть малая вероятность, если человек говорит, что почувствовал что-то легкое. Почему мы говорим о вероятности и не утверждаем? Потому что некоторые люди в подобных вопросах могут поддаться наущениям. У них могут начаться наущения по этому поводу. И я не хочу занимать разум человека тем, что он услышал, и повлиять как-то на него. Если только это не повторяется, или повторяется какой-либо сон. Или же он сам говорит: «Такой-то действительно завидует мне из-за детей, завидует мне в деньгах, со мной случается так и этак». Если лечение привело к изменениям, тогда можно сказать, что это указывает на поражение с глазом. И по воле Аллаха исцеление и поправка уже близки. Продолжайте в том же духе. О способах лечения я буду говорить в других лекциях. Итак, приходит какой-то думающий, что у него сихр, или же он сходил к чтецам, и ему поставили этот диагноз. Я говорил ранее, что в 2014 году, когда я посетил Британию, я увидел, что большинство людей или большинство больных говорили, что страдают от черной магии. Я не слышал, чтобы кто-то сказал с глаз и зависть, за исключением одного или двух. Почему? Они ответили: «Нам так сказали чтецы». И так написано в интернете. Здесь я бы хотел остановиться и сказать правду по поводу пациентов, мои братья. И, возможно, меня услышат те чтецы, которые соревнуются между собой в том, чтобы быть лучше всех остальных. Если придет чтец и скажет: «Я лечу с глаз и зависть», то к нему придет мало человек. А если придет человек и скажет: «Я снимаю порчу», большинство людей пойдет к нему. Это реклама. И если он скажет: «Я снимаю черную магию», то к нему тоже придет большинство людей, потому что это что-то опасное. Поэтому мы и видим подобные названия и объявления. И поэтому, к сожалению, больной может ходить к ним годами и лечиться у них от черной магии, хотя он может быть поражен с глазом, а может быть у него одержимость. Его болезнь не имеет отношения к сихру. Одержимость может быть по причине влюбленности, по причине мести или другим причинам. Хорошо, человек с сихром. Как он может поставить себе диагноз? Мы можем задать ему вопросы, о которых я упоминал большое количество раз. Враждуешь ли ты с кем-то? Нет, не враждую. Подозреваешь ли ты кого-то в сихре? Нет, не подозреваю. Находишь ли ты в своем доме какие-то колдовские предметы? Что-то пролитое, что-то подвешенное, пентаграммы? Нет. Ходил ли ты к колдунам? Ходила ли твоя мать к колдунам? Жалуется ли кто-то из семьи на подобные вещи? Все это есть в доступном виде на нашем сайте и на других сайтах, а также на видеороликах, которые я вставлял ранее. Здесь, если у этого человека нет ничего, чтобы имело отношение к сихру, мы берем этого внимания и начинаем задавать вопросы касаемо сглаза и зависти. Итак, больной. Мы хотим, чтобы он сам поставил диагноз. Будьте внимательны, вы читаете о симптомах сглаза и симптомах сихра. Он отвечает: «То, на что я жалуюсь, похоже на сглаз. На сихр это не похоже». Тогда я говорю: теперь вы можете сделать дуа, о котором я говорил на 3-м уроке. Просите Аллаха показать вам. Или, например: «О Аллах, если то, на что я жалуюсь, это следствие сихра, то уничтожь его». Повторяйте это дуа, делайте его все время, раз за разом и день ото дня. Но человек может сказать: «Я ничего не чувствую, когда говорю о сихре». Но когда я говорю о сглазе и зависти, проявляются симптомы, и дела начинают проясняться. Значит, концентрируйтесь на лечении сглаза и зависти. Но может прийти человек и сказать, что сначала хочет провериться. Он говорит: «Шейх, у меня отец и мать оба поражены сихром. В нашей семье все ссорятся. Возле порога дома мы постоянно находим разлитую жидкость. Иногда возле дверей находим убитую кошку.
Некоторые говорят, что находят внутри дома, внутри копилки с деньгами, кошачью мочу. Возможно, это просто джинны, а возможно, это сихр. Таких колдовских вещей много, разные пентаграммы. Весь их род, например, известен занятием колдовством. Мы верующие, а они язычники. Они пригрозили нам всем, что они умеют делать. Известно, что они колдуны. Значит, это симптомы сихра. Некоторые говорят, я видел человека, который рассыпал возле дома какой-то белый порошок. Мы поставили камеру и увидели. Значит, тут все эти симптомы и признаки показывают наличие сихра. Нужно ли ставить диагноз? Уже нет никакой надобности. Если только, например, человек сел и сделал дуа. «О Аллах, если в моем теле есть сихр, в моем животе есть сихр, то прошу тебя отвести его и уничтожить». И тогда некоторые говорят, началась рвота, меня вырвало. Значит, хвала Аллаху, вы проверились, и теперь начинаете процесс лечения. Об этом я поговорю потом. Также человек может воспользоваться некоторыми записями. Записями, на которых записаны некоторые аяты о сихре, об уничтожении, об истине, лжи и так далее. И послушав их, он может испытать какие-то изменения. Заболел желудок. Или, например, моя мать закричала. Это во время, когда он сам слушал рукью. Значит, можно думать, что сихр связан со всей семьей и тому подобное. Итак, это тоже один из видов диагностики, и неважно, слушал ли он кассету, и это тоже имеет воздействие, как я говорил ранее. Или же он сказал, я не хочу слушать, не хочу, чтобы кто-то мне читал. В таком случае можете зайти на страницу аятов на нашем сайте и выбрать аяты, в которых упоминается сихр, истина, ложь и тому подобное. И, возможно, после их прочтения он может почувствовать улучшение. Может быть, его вырвет чем-то. Может, он сходит в туалет, и из него что-то выйдет. Один человек рассказывал, что прослушал аяты, в которых упоминаются планеты и звезды, и помочился кровью. Он прислал мне фотографии. Он сказал, что это происходит только тогда, когда он слушает эту рукью или читает ее аяты. Я говорю, это признак того, что его сихр связан с именами планет, фазами Луны или подобными вещами, которыми занимаются колдуны. Итак, так человек может провериться сам. Об одержимом же мы уже говорили ранее. Но надо сказать, чтобы всем было понятно, иногда пораженный сглазом и завистью может быть и одержимым. За сглазом может последовать шайтан, который станет вредить по причине этого сглаза или зависти. Как называть такого больного? Сглаженный и одержимый? Да, он может быть поражен сглазом и одержимостью, и одержимость может влиять на него изнутри. А может быть пораженный сглазом, но сама одержимость или шайтан, следующий за этим сглазом, приходит тогда, когда оказывает влияние сам сглаз. Человека поразил сглаз в его знаниях. Он говорит, я ощущаю его только тогда, когда открываю книгу или когда наступают экзамены. Чувствую сильнейшую усталость. Я отвечаю, это шайтан приходит в это самое время, чтобы отвратить тебя от этого занятия. Или же в намазе, посте, в хороших делах или в родственных отношениях. Он приходит в этот момент, и если он посмотрит на свое тело, никаких симптомов на нем не увидит. Что касается пораженного сихром, то его сихр может не сопровождаться одержимостью. Именно так это было и с сихром пророка, мир ему. Но может и быть, что вместе с сихром у больного может быть и внутренняя одержимость, которая на него воздействует. И чаще всего, в большинстве случаев, но не всегда, это случается с человеком, далеким от Аллаха, не соблюдающим или делающим ширк и тому подобными людьми. Может и быть, как я сказал, внутри тела, но может быть и снаружи тела, когда он не может подойти к человеку и выполняет свое задание путем влияния на некоторые внешние части тела этого человека. Будь это сихр изображений или сихр кукол, или подвешенные виды сихра, где-то на ветру, брошенные в море, или, например, зарыты где-то, например, в могиле. И таким образом на больного влияет этот сихр согласно тому, для чего сделан тот или иной его вид. Или же сам сихр находится в руках колдуна. Да, бывает, что сихр находится у него. Сихр стоит у него, он его хранит, поплевывает на него и окуривает. Это может быть кукла или что-то еще. Тогда это может вредить человеку. Но можно ли называть его одержимым? Мы не можем его таким назвать, пока кто-то не станет говорить его языком.
И эти слова должны быть ясными, потому что многие пациенты приходят к чтецам и говорят: вот он говорит моим языком. Я отвечаю: разговор языком больного бывает разным. Об этом по воле Аллаха будет разговор позже. Итак, сам голос этих слов может отличаться от голоса больного. Дыхание другое, глаза смотрят по-другому, другой образ, другая сила, но может быть и голосом самого больного. Он сам разговаривает. «Это ты?» «Да, это я». «Почему ты разговариваешь?» «Не знаю, мысли лезут в голову, и я их произношу». Здесь это не голос шайтана. Происходит внушение этому больному. Может быть снаружи, а может быть и в виде наущений этого больного, по причине которых он и разговаривает. Такое случается с пораженными сглазом и завистью, но не бывает с больными сихром. Итак, пораженный сихром может быть и одержим. И одержим он может быть одним, а может и многими шайтанами. Сколько их, Аллах знает лучше, но такое возможно, что в тело заходят больше одного. Это не мое мнение и не мнение только чтецов. Это мнение давнее, и оно упомянуто в книгах первых ученых. Хорошо, одержимость. Я говорил, что одержимость может быть в теле самого человека. Шайтан зашел в тело по причине любви. Он может быть мусульманином, а может быть кафиром. А может быть, что это одержимость в его теле по причине сихра джиннов. И может также быть, что этот шайтан берет на себя ответственность следить за влиянием этого сихра на больного. Я уже не раз говорил об этом на своих уроках. И я рассказывал, что у меня были такие пациенты. Когда сахир хотел поразить этого человека, он обнаруживал в нем старую одержимость, то есть в самом человеке, на которого он делает сихр. И тогда он заставляет этого джинна взять на себя ответственность за работу этого сихра или пустить в тело других джиннов. И у человека может проявляться раздвоенная одержимость, влюбленный джин и хранитель сихра. А иногда этот влюбленный джин сам выполняет повеление колдуна в этом теле, потому что он не хочет выходить из этого тела и говорит: «Я возьму это дело на себя». И тогда больной может реагировать на аяты о сихре и на аяты, в которых упоминается мерзость, прелюбодеяние и тому подобное. Все это долго объяснять и рассказывать способы лечения. Но эти слова я хотел бы донести до подобных больных. На что в большинстве случаев реагирует одержимый человек? Чаще всего он реагирует, например, на азан. Это очевидно. Также он реагирует на аятуль-курси, на начало суры ас-Саффат, на аяты, в которых упоминаются джинны, сура джин полностью или некоторые ее аяты. Аяты суры Ар-Рахман, в которых говорится о джиннах. Или то, что в суре Аль-Ахкаф: «Вот мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран». И другие аяты. Если их прочитать и это окажет влияние, то можно сказать, что это симптомы одержимости. Это симптомы одержимости внутри этого тела. Некоторые могут впасть в приступ. На некоторых это может оказать сильное влияние. Здесь можно сказать, что это симптомы одержимости. И сам джин, которым он одержим, может быть, например, летающим. Человек может читать аяты и многократно их повторять, либо читать аяты с упоминанием птиц. И также, если этот джин представляет такой вид джиннов, человек читает эти аяты и чувствует легкое влияние. Скажите ему: читай теперь другой аят. Читай, например, аяты, связанные с сихром. Читай аяты, связанные со сглазом. Есть реакция, потому что этот джин связан со сглазом, связан с сихром. Но симптомы указывают на одержимость, а не на сглаз или сихр. Могут появиться симптомы одержимости, и джин может заговорить. Прошу Всевышнего Аллаха сделать эту лекцию краткой и полезной, понятной для людей. Также одержимый может читать или слушать аяты общей руки, слушать суру ас-Саффат или суру аль-Джин, несколько раз слушать или читать самому, или читать 2, 3 и 4 страницы из суры Ан-Намль, где упоминается история Сулеймана, мир ему, и Билькис, ее войско Сулеймана, и если он почувствует симптомы в своем теле, приступ или тягу ко сну, глаза изменятся, то все это симптомы одержимости. Конечно же, джин может реагировать, как это было уже сказано на прошлых уроках, на вдыхание, например, миска, или каких-то очень сильных запахов. Как это происходит? Если он понюхает миск,
Он может закричать. Значит, тут уже что-то проявляется. Можно использовать и начитанную воду. Либо начитывает лекарь, либо вы сами. Поставьте воду и прочитайте на нее аяты, в которых упоминается, например, лечение, некоторые аяты сжигания, некоторые аяты о джиннах. И такой человек может читать себе, делать дуа, пить эту воду. И вдруг может выйти какой-то голос, случится приступ. Все это симптомы одержимости. И как было сказано, можно понюхать миск или что-то с другим сильным запахом, что может выявить наличие джинна в теле больного. Он также может попытаться вспомнить какие-то вещи. Может, он проходил по определенной местности и почувствовал боль в руке или движение в ноге, или почувствовал это на определенном намазе или в пятницу. Его нога дергается, его рука становится каменной, глаз вываливается, будто что-то выходит из глаза, выходит из уха. Это все симптомы одержимости джинном. Так человек может проверить сам себя. Давайте остановимся на этом, чтобы не затягивать ваше время. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Сегодня, с позволения Аллаха, мы проведем 5-й урок из 2-й серии познавательных лекций для больных. Тема урока — лечение одержимости. Эта тема на самом деле очень длинная и глубокая. И я говорил, что на моих уроках я буду говорить сокращая и упрощая. Некоторые говорят: расскажите нам все подряд. Но любому чтецу тяжело рассказать все в одной лекции, в 2 или 3. И всем должно быть это известно. Поэтому я рассказываю только об общих и полезных вещах. Братья, дело-то не в разнообразии программ, а, как я говорил ранее, в корне вашей проблемы. Одержимый человек. Давайте начнем с примера, прежде разъяснения. Представим, что перед нами тяжелейший случай. Пришла женщина и пожаловалась мне на одержимость. Как мы должны с ней поступить? Обычно в таких случаях бывает так. Родственники испугались больной, голоса, который из нее выходит. Или же, например, угроз: «Отойдите от нее, или же я ее убью». И тогда они везут эту больную или этого больного к чтецу или шейху. Как большинство чтецов будут действовать в таких случаях? Для большинства из них это станет жирным уловом. И это правда. Кроме тех, кого помиловал Аллах, жирный улов. Приходит: «Кто ты?» И начинает с ним целый сериал. Хотя он может все закончить или как бы спасти этого больного за короткое время. Я об этом уже говорил. Об этом я уже рассказывал ранее. Этот чтец приходит и начинает делать такие вещи, которые только больше нагружают тех, кто смотрит его сериалы. Пудрит им мозги. В итоге они сами не понимают, как же лечиться, и в следующий раз опять идут к чтецу. Хотя их проблема может быть простой. Поэтому, мои братья, когда я говорю, например, чтобы вы писали мне на почту, я хочу знать о вас больше. Я должен знать, насколько вы соблюдаете религию, намазы и все прочее. И я говорил уже в своих выпусках «Советы больным», что человек должен глядеть в корень самой проблемы перед тем, как смотреть на саму проблему. Так же, как поступил пророк, мир ему, со сподвижником, когда он упал без чувств по причине сглаза. Он спросил, что произошло. Ему ответили: такой-то сказал ему эти слова. И здесь мы должны привести человека, который послужил причиной болезни. Также и одержимый, жалующийся на одержимость. Он приходит к чтецу, тот ему читает. Он заходит в зал руки и падает, начинает разговаривать. «Что мне делать, шейх? Ты должен проходить лечение» и все подобное. Но узнал ли ты причину одержимости? Узнал ли ты, кто этот человек перед тобой? Соблюдает ли он религию? Некоторые говорят, что это уже слишком, это переход границ. Я отвечаю, это не так. Я говорю, вы должны спрашивать о состоянии этого пациента. Итак, когда мы говорим о лечении одержимости, первым делом мы должны посмотреть на этого пациента. Он мусульманин? Хвала Аллаху. Соблюдающий? Хвала Аллаху. Не пропускает намазы?
утренние и вечерние зикры, не делает ничего, что гневало бы Всевышнего Аллаха, кроме того, что случается с нами всеми, например, маленькие грехи и все такое, хвала Аллаху, начинаем советовать этому больному. Или прежде слушаем его самого. Что именно с тобой происходит? И он начинает рассказывать, что с ним происходят жуткие вещи. Во время руки падает в приступы. Смотрим далее на то, что в нем сидит. Причина его нахождения в этом человеке. Очень может быть, что этот джин вам ответит: он лил кипяток и облил моих детей или меня самого. Или же бросил что-то вроде ножа или камня и попал в меня или мою жену, если он живет в их доме, или же это случилось на улице. И поэтому мы ему мстим. Здесь следует действовать не так, как с любой другой одержимостью. Как же это? Следует призывать его ко Всевышнему Аллаху. И у меня есть запись наставления джиннам. Там есть призывы оставить несправедливость и подобные вещи. Больной может ее послушать. И это станет наставлением тому, кто зашел в тело этого больного. Может ли больной сделать это все сам? Да, он может сделать это все сам. И если больной знает, что он сделал что-то из этих вещей, и знает причину этой одержимости или вреда, который он причинил ему или его детям, то мы здесь не должны ему угрожать. Здесь мы должны давать наставления этому джинну, овладевшему его телом. И при этом следует постоянно и много читать аят-аль-курси, давать немного милостыню, делать много дуа и особенно перед рассветом. Особенно перед рассветом. Также и во время суджуда делать его длинным и делать в нем дуа Аллаху, чтобы Он защитил вас от зла того, кто вами овладел, от зла всех, чье зло вы не можете выдержать, от зла Иблиса, его войска, его партии, его последователей из джиннов и людей. Повторять это дуа многократно. И другие дуа, пока не кончится это испытание и эта болезнь. Хорошо, что еще из этих вещей он может сделать? Есть некоторые виды трав, которыми можно воспользоваться. Однако, мы вам рассказываем эти вещи, но это не для всех случаев. Иногда, когда они реагируют на слова или уговоры, нужно этим ограничиваться. Уговаривать и говорить, что мы не желаем вам вреда. Я так поступаю иногда. И так поступали те, кто был до нас и был лучше нас. Делаем напоминания. И я видел такие случаи. Джин говорил, например: «Он в меня бросил камень». Я говорю: «Он же тебя не видел». «Ну и что, он попал в меня?» «Но он же тебя не видел». Он не специально. И со словами, с уговорами. Некоторые могут согласиться и уйти из тела, а некоторые противятся. И если он противится, после уговоров и прочего, здесь уже можно использовать, например, аяты, в которых говорится о предупреждении, о сжигании, о сражении, о разрушении, как об этом говорили многие ученые, и в первую очередь шейх аль-Ислам Ибн Таймия. Здесь человек, например, может использовать некоторые вещества, о которых сказано в Коране или в Сунне, и которые приносят пользу, например, использование воды замзам, использование меда, использование черного тмина, мекканской санны. Все это помогает прочистить тело от вещей, от которых питает силу поражения внутри тела. И самое лучшее, если человек, пораженный одержимостью, ослабит свой живот. Я здесь говорю о таких веществах, которые делают живот человека мягким и портят многое из всех тех дел и порчи, которую творит этот джин в теле этого больного. И должен периодически делать, особенно если это давнее поражение, делать хиджаму на голову. Много чихать, нюхать миск, окуривать миском, несколько капель на уголек, кушать чуть-чуть черного тмина, капать его в нос, окуривать им. В этом нет проблем. И делать все остальное, что влияет на разные виды одержимости. Конечно, как я уже говорил, некоторые джинны реагируют на миск, а другие нет. Кто-то реагирует на хельтит, а кто-то нет. Поэтому надо пробовать. Кто-то может реагировать на азан. Кто-то реагирует на аят-аль-курси больше.
Кто-то реагирует на дуа еще больше, когда человек делает дуа против именно этого джинна и упоминает именно его. «О Аллах, сожги того, кто в моем теле». «О Аллах, например, повергни всех, кто вредит моему телу». Например, «О Аллах, я довел до него довод» и все такое. И стоит в мольбе против него, делает против него дуа прямо в намазе. Это тоже дает эффект. Также и многократное чтение суры джинны. Кто-то скажет, а почему именно сура джинн? Потому что в ней упоминаются джинны. Пусть читает ее соразмерно, в смирении, как будто бы он обращается к тому, кто в нем сидит. Также и сура Ар-Рахман. В ней также упоминаются джинны, то, что уготовано верующим джиннам в раю и подобные вещи. И некоторые, которые так поступали, говорили, «Я начал слышать плач». Или же я слышу, как кто-то начал говорить, например, «Извини меня, прости меня, я сделал тебе зло», и чувствует, что что-то из него выходит, после чего выздоравливает. Без визитов к чтецу? Да, без визитов к чтецу. Или же, как говорится, «Твой враг перед тобой», и ты пытаешься решить с ним сам, с глазу на глаз. Хорошо, нужно ли при одержимости использовать сходу сильные программы? Нет. Некоторые скажут, шейх, у вас там есть аяты сжигания и сражения. Я говорю, нет, у нас также есть запись наставления джиннам. Перед вами этот джин. Он навредил вам. Вначале вы должны сказать ему, ты причинил мне вред, причинил несправедливость. Если он согласится, то зачем мне с ним воевать или причинять ему боль? Он может вместо выхода из тела захотеть воспротивиться и укрепиться в нем. Это вам понятно? Но некоторые братья ходят к некоторым чтецам, которые с самого начала занимают по отношению к джинну позицию силы и насилия. Он хочет показать, что он сильнее. Джин здесь может противиться. Умру, но не выйду. Кто же станет жертвой? Жертвой станет этот пациент. Он будет терпеть все это. И когда он говорит, я уже натерпелся болей, чтец отвечает, ты обязан опять прийти ко мне в следующий раз. Джин тебя не оставит. Он приходит, и опять они начинают бороться. Здесь я говорю, если он не ответит на ваши уговоры, можете так поступать. Хорошо, а если этот джин влюбленный и зашел в тело больного? Как больной может его определить? Он может определить его по симптомам, которые я выставил на своем сайте в интернете. Все домогательства и насилие, которые он чувствует во сне и наяву, будь он мужчиной или женщиной. Спрашиваем, еще какие-то жалобы? Нет. Хвала Аллаху, все хорошо. Я делаю намазы и прочие виды поклонения. Значит, это влюбленный джин. Также важно знать, насколько больной близок ко Всевышнему Аллаху. Мы замечали, что немалый процент тех, кто жалуется на этот вид одержимости, совершают намаз, держат пост, совершают благие дела, но при этом совершают харам, смотрят на запретное, практикуют анонизм и прочие вещи. Все это придает силу этой одержимости и дает ей повод только сильнее желать остаться в теле, как только больной оставляет, например, анонизм. И сколько же таких случаев я видел? Или же просмотр порнографических фильмов. Я говорю это открыто. Да. Приходит религиозный брат, религиозная сестра, может и призывающие, но жалуются на эту проблему. Оставьте эти вещи и посмотрите, что произойдет. Как только больной начинает это оставлять, говорит «Хвала Аллаху». После того, как вред и насилие этого влюбленного джинна были ежедневными, оно стало происходить раз в неделю, раз в месяц или 2 месяца, плюс к этому соблюдение программы и дуа. И эти вещи начинают проходить. Некоторые говорят, шейх, мы делаем дуа, но ничего не меняется. Я говорю, значит, где-то ошибка. Спрашиваем человека, и он говорит, знаете, я не смог оставить анонизм, не смог прекратить смотреть на харам. Хорошо, как тогда ты делаешь дуа, если ты сам ослушник? Вначале оставь все эти вещи, чтобы Всевышний тебе ответил. Сколько таких братьев страдали? Я помню одного брата, он 2 года страдал этой вещью, пытался оставить эти вещи, но не смог. Но когда он взялся и оставил, все его проблемы разом исчезли. Он сказал, шейх, 90% того, от чего я страдал, больше меня не достает. Может быть, раз или 2 раза в год меня дергает этот влюбленный джин. И я говорю, это можно считать естественной вещью. Итак, если это влюбленный джин, то для этого я выставлял на сайте программы лечения. Там есть 4 программы. Больной может выбрать самую простую для него, но перед этим, если вы совершаете какие-то запретные вещи, что-то, что придает этому виду одержимости силы против вас, то я скажу вам, не изводите себя этими программами, пока вы совершаете эти вещи.
Вы должны смотреть на корень проблемы и решить его. Это как если бы кто-то начал надувать мешок с дыркой или отверстием. Вы дуете с этой стороны, но он не надувается. Почему? Потому что он дырявый. Результата от этого не будет. Также, как я говорил ранее, если это одержимость по причине сихра, и он хранитель этого сихра, то опять же следует смотреть на положение больного и этого джинна. Может ли больной вытерпеть это лечение или нет? Особенно, если этот больной хочет лечиться сам. Поэтому в первой части уроков все лекции связаны. Итак, в первой части я говорил о способности пациента лечиться самому. Способен ли этот больной лечить себя сам? То есть в этом больном может быть сильный шайтан, мятежник, ифрит, который мучает его и терзает до невыносимости. И в особенности, если это женщина. Как ей лечиться самой? Если человек узнал, после того, как начал лечиться от одержимости, постоянным чтением Аятуль-Курси, дуа, другими вещами, и встретил сильное давление, то он должен здесь, и это правда, обратиться к праведным чтецам. Даже если за советом, хотя бы один сеанс в месяц или один раз в неделю, чтобы у него был кто-то, кто его поддерживает и помогает ему. И в особенности, если этот больной или эта больная не может найти никого из родных, мужа, жены, отца, братьев и так далее. И так часто и случается. Больной не может найти кого-то, кто бы его поддержал и помог бороться. Даже среди родных, близких и друзей. Или кого-то, кто должен ему оказывать помощь. Здесь обязательно, если вы почувствовали, что эта одержимость настолько сильная, что вы сами не справитесь, то выбирайте одно из двух. Либо вы обращаетесь к чтецу, только не делайте так, что вы будете просто ходить к одному и второму чтецу. Нет, я прошу его помощи до тех пор, пока сам не обрету силы. Какую силу? Много намазов, дуа, ля хауля ва ля куввата илля биллях, истигфар. Все это сила. Чтение Корана. Возложение надежд на Всевышнего Аллаха, уверенность во Всевышнем и в Его помощи верующим, другие вещи, терпение, пока вы не сможете преодолеть этот вид одержимости, которым вы поражены. Что бы он ни делал, вы терпите и ожидаете лучшего. Он вам отвешивает килограмм, а вы ему в ответ целых 2 или больше. Все ваше время — это поминание Аллаха и подчинение Ему. Вот тогда он и станет терять силы, мякнуть и понемножку вас оставлять. Потому что он узнает, что он больше не может удерживать этого больного, в теле которого он пробыл, может быть, многие годы. Но начинать лечить себя самого при этом виде одержимости, при том, что вы слабы, и выбираете сильную программу, больной все бросит, и его положение станет еще тяжелее, чем было до этого. Этот джин может приняться мучить его с большей силой, чтобы отбросить его на самое начало его лечения. Станет мучить его днем и ночью, чтобы разбить его и заставить никогда впредь не думать о возобновлении курса лечения. Больной тоже должен узнавать и знать о виде одержимости, которой он поражен, что именно на нее влияет. И больше всего влияет на все виды одержимости. Аятуль-Курси. Кто-то скажет: я уже пробовал. И это я слышу часто. Шейх, я уже пробовал Аятуль-Курси. Пробовал суру Аль-Бакара. Не повлияло. Без толку. Я отвечаю: это и есть твоя вера в слова Всевышнего Аллаха. Потому что ты попробовал раз, два, день, два, неделю, месяц и остановился. Я говорю каждому больному: разве вы не знаете, что Всевышний Аллах испытал своего раба Аюба, и он страдал около 13 или 18 лет, больше или меньше, а он все терпел и ожидал лучшего. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был испытан, и другие были испытаны, и Муса был испытан. Он сделал дуа против фараона и его знати, и Всевышний Аллах ответил на его дуа, когда фараон был потоплен. И после дуа Мусы, как это сказано в некоторых тафсирах, прошло около 40 лет. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал дуа в Мекке против одного и другого, и, как говорит передатчик хадиса, я видел их тела в Бадре, и это через 15 лет.
Поэтому тот, кто говорит, я уже это пробовал, конечно, потому что вы торопитесь со своими дуа, и я об этом говорил уже в прошлых лекциях. Как сказано в достоверном хадисе в Сахих Муслим, вам будет отвечено, пока вы не станете торопиться или говорить «я сделал дуа», но ответ не пришел. И это привычка большинства людей, даже тех, кто проходил тяжелые программы. Сколько вы уже лечитесь? Говорит 2 месяца, год, 2 года и без результата. Я говорю, вы торопитесь в своих дуа Аллаху, торопитесь в лечении и в ожидании результата. Некоторые говорят, да что я буду терпеть это 15 лет? Или 40 лет? Я отвечаю, ты должен терпеть, пока Аллах не исполнит то, что Он насчет тебя решил. Аллах все создал со своим сроком. Мы все рабы Всевышнего Аллаха. Делайте дуа. Надейтесь на ответ. Но не говорите, когда уже. Почему все это? Недовольство и жалобы на решение Аллаха. Вот тогда вы не увидите ничего. Так и останетесь в этих программах без результата. Человек должен иметь хорошие мысли о Всевышнем Аллахе. Итак, мне кажется, что я довел до вас эту тему об одержимости и ее видах. Но некоторые люди, к большому сожалению, путают кажущуюся и настоящую одержимость. И это на самом деле очень длинная тема и требует отдельной лекции. Но если говорить коротко, мои дорогие, шайтаны делают навещение людям. И говоря о той же одержимости, может прийти шайтан и потрогать человека, или заговорить ему в ухо. Человек приходит и говорит, кто-то меня тронул, я слышал голос. Читаем, ничего нет. Симптомы, все чисто. Ему говорят, это самовнушение. Наущение шайтана. Нет, это реальные вещи. Его по-настоящему тронул шайтан. Он мог видеть что-то своими глазами. Перед пророком мир ему встал эфрит во время намаза. Он сделал шаг назад, вперед, вытянул руку. Если бы кто-то сейчас такое сделал бы и сказал, я увернулся, затем напал, схватил, что бы о нем сказали? Да он тронутый, у него галлюцинации. Итак, эту воображаемую одержимость, как они начали говорить некоторые чтецы, не изучая вопрос подробно, взяли некоторые чтецы, снимающиеся в интернете, скопировали все это и вставили к себе. И каждому, на ком ничего не проявляется, у кого не констатированы никакие симптомы после вопросов, стали говорить, мол, у тебя наущение, но он же сказал, меня ударили. И я говорю, что шайтан или джин в этом случае может воспользоваться этой ситуацией и причинить ему реальный вред, который он почувствует или увидит, и после этого шайтан отойдет. Зачем? Чтобы этому человеку сказали, что у него наущение, и это может привести его к психическим заболеваниям или отвернуть от него все общество. Чтобы он заболел психически, как мы об этом будем говорить, с позволения Всевышнего Аллаха. Что это за болезни и как их следует лечить. Но пока что на этом остановимся. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения, мои дорогие. Сегодня, с позволения Аллаха, мы проведем 6-й урок из 2-й серии познавательных лекций для больных. Тема урока — лечение сглаза и зависти. Если честно, уже ранее я говорил об этой теме в старой серии лекций о сглазе и зависти, которая есть в Ютубе. Также в сокращенном виде она есть на научном канале ЗАД. Сегодня же мы повторим ее и свяжем эту тему с нашей серией лекций, как с первой частью, так и со второй частью серии. Итак, с помощью Аллаха я скажу, и пусть Аллах меня укрепит. Если человек проверил себя и понял, что у него поражение с глазом или поражение завистью, как об этом говорилось ранее, будь это происшествие, наяву или же это был сон, который он увидел. Например, наяву это может быть так. Человек кушал, и на него кто-то посмотрел и сказал, да ты ешь как голодный, ты один это съел, после чего у него заболел живот. Здесь можно сказать, что, возможно, это сглаз, но утверждать не можем. Шайтаны могут навредить этому человеку в этот момент, чтобы он решил, что его поразил сглаз от этого человека, и между ними произошла ссора. Но я говорю, это один из признаков,
и человек должен его отметить и держать у себя в голове. Он также может увидеть определенный сон после того, как обратился в дуа ко Всевышнему Аллаху. Возможно, он увидит одного из родственников, который известен своим дурным сглазом или завистью. Итак, как же в таких случаях действовать наиболее эффективно? Первым делом, для снятия поражения с глазом или этой завистью, это основа, которую упомянул пророк, мир ему и благословение, а именно то, что больной должен попросить у этого человека, которого он подозревает в поражении с глазом, попросить у него воду, оставшуюся после его омовения. Например, я хочу, чтобы ты для меня совершил омовение. Я рассказывал, как это делать. Человек приносит таз, то есть тот, кто сглазил, затем совершает в него омовение, как для молитвы. Но каждая капля, что падает от этого омовения, должна падать туда, и даже от полоскания рта. Кому-то это может показаться противным, но я отвечаю, таково лечение. Все должно стекаться в этот таз. В некоторых передачах сказано, что он должен также помыть и свои колени над этим тазом, а также и пояс своих штанов, то место, которое касается его талии. Место для ремня, или же та резинка, или веревка и так далее. То, что держит одежду на талии этого сглазившего человека. Кладем его в эту воду. Если же это тяжело, просто совершает омовение. Если и это тяжело, то он может взять какой-то след от сглазившего человека. Есть один важный вопрос, на который указал пророк, мир ему и благословение. Он сказал, если вас попросят совершить омовение, совершите его. То есть, если вас попросят дать воду от вашего омовения, для вас является обязательным дать эту воду тому, кто у вас ее попросил. Итак, это довольно просто. Если придет человек и скажет: «Брат, дай, пожалуйста, воду от твоего омовения», я должен сказать: «Пожалуйста, вот вода от моего омовения». Но в наше время многие люди опасаются того же самого сихра. То есть кто-то может прийти к человеку и сказать: «Знаешь, я бы хотел получить от тебя воду после твоего омовения. Хочу ею помыться». Этот второй человек может что-то заподозрить. Может, он возьмет эту воду и использует ее для сихра на меня. Оправданы ли такие опасения? В наше время оправданы. Так что же делают некоторые? Они говорят: чтобы не ослушаться хадиса пророка, мир ему, и не быть у тебя в долгу, я дам тебе воду, но с условием, что ты помоешься ею в моем доме. Я хочу быть уверенным, что водой, которую ты берешь, ты помоешься, а не унесешь ее с собой. Так поступать дозволено. Повеление, как говорят ученые, исполнять обязательно. То есть, если у вас попросят такую воду, если попросят помыться, то помойтесь. Это повеление дать эту воду, оставшуюся после омовения, тому человеку, который ее попросил. Когда вы имеете право не давать? Когда у вас есть подозрение, что этот человек хочет сделать вам сихр. Или этого человека замечали при посещении притонов колдунов. Другое дело — это когда у человека начинаются наущения. Берет воду один раз, затем приходит еще раз, мол, не вылечился, дай мне воду еще раз, потом второй, потом третий, четвертый. После этого можете сказать, что давать не будете. Все это делается не так. Теперь каждый день ты будешь говорить мне: «Омойся и дай воду, ты меня поразил с глазом». При этом ты рассказываешь людям, что заболел от меня, постоянно на меня жалуешься. Поэтому тут можно такому человеку не давать после того, как ему уже дали 2 или 3 раза эту воду. Итак, это первый и самый лучший и легкий способ снятия с глаза. Прежде руки, да, прежде руки. Пророк, мир ему, не сказал сподвижнику, пораженному с глазом: «Сходи на рукью или сделай еще что-нибудь». Первое, что предпринял пророк, мир ему, это указ этому человеку, который сглазил, совершить омовение, взять воду и пролить на пораженного. Хорошо, а если тот, кто сглазил, не хочет никому давать воду, и особенно в наше время, и если ему сказать это по шариату, так сказал пророк, мир ему, он ответит: «Не дам никому», и все. В таком случае можно прибегнуть к хитрости и взять у того, кто поразен с глазом, его след, как об этом сказали ученые шейх Ибн Уфаймин и другие ученые в наше время и в прошлом. Можно взять его след, например, его шапочку или майку, что называют футболкой. На ней должен быть след его пота. Это нужно опустить в воду, в любую воду, затем берется эта вода, в которой остался след этого человека от его одежды,
и больной моется этой водой, и по воле Аллаха должно дать результат и повлиять. Это проверено. Или же можно взять что-то, чего коснулась его слюна. Например, остатки жидкости, которые он пил. Сок, чай, кофе, вода, что-то с его слюной. Или что-то, что он ел. Например, косточку финика. Или, например, еда, которую он ел, брал в свою руку. Особенно, если это что-то вроде кости или что-то подобное. Не та еда, которая состоит из просто жира, потому что ей тяжело будет помыться. Итак, человек может взять эту вещь или даже стакан, из которого человек пил, даже если в нем ничего не осталось. Он к нему прикасался, поэтому его можно взять или протереть и кинуть в воду. Затем нужно взять эту воду, и пораженный должен ею помыться. Итак, это тоже способ, но с условием, чтобы этот след не был смешан с чем-то из нечистот. Ни с его кровью, ни с его мочой, ни с его калом. Некоторые говорят, если хочешь, чтобы с глаз прошел, возьми след от этого человека, например, мочу, и помойся ею или смешай с водой. Я отвечаю, все это и все подобные методы недозволены. Это однозначно. Нельзя этим заниматься. Хорошо, следующий этап. Что может предпринять человек? Обратиться к шариатской рукье. Если, например, он помылся следом сглазившего, но его боли не прошли, или же осталась часть воды, он помылся ею второй раз, и ему больше не дают, здесь человек может обратиться ко Всевышнему с дуа. Почему? Возможно, что это поражение не только по причине сглаза этого человека, может и быть одержимость. Также может иметь место и психологическое заболевание, оставшееся у этого человека. И такое действительно случается. Не со всеми больными, но с немалой их частью. Пораженный сглазом помылся следом другого. Его тело испытало облегчение, но что-то все равно остается, и ему кажется, что он все еще поражен сглазом. Кто-то может оказаться чересчур чувствительным и начать говорить «я не вылечился», хотя он вылечился, и он остается в смятении. Здесь возьмите и сделайте дуа Аллаху. Попросите Его о прощении и здравии. Прочитайте 2 последние суры, протрите ими тело, и можете сделать такое дуа: «О Аллах, если меня коснулся сглаз от этого человека, то отведи его от меня. О Аллах, сними его с меня. О Аллах, вылечи меня от него». Все это дозволено. Также в прошлой серии лекций я рассказывал, что если человек не знает, не имеет понятия, кто его сглазил, но у него симптомы сглаза, например, в его знаниях, был умным, всегда первым, но вдруг все поменялось, и на нем проявились симптомы сглаза, скажем, в знаниях. «Так кого же подозреваете?» Отвечает: «Не знаю». «Может, друзья?» Говорит: «Не помню». Тут нужно обратиться ко Всевышнему Аллаху. «О Аллах, сними с меня то, что меня поразило. Сглаз или зависть, которая меня постигла в моих знаниях». У некоторых сразу начинается реакция: головная боль, боль в теле, пот, кашель, чихание. Начинают болеть глаза или уши. Здесь можно сказать: повторяйте дуа снова. Хорошо, вот вы сказали в дуа: «О Аллах, сними с меня сглаз, поразивший меня в знаниях». От кого? Например, говорим: от моих родственников. Повторяет дуа. Ничего не почувствовали. Скажите: от моих друзей, от сокурсников. Почувствовали? Продолжайте повторять дуа заново. «О Аллах, сними с меня то, что меня поразило от сокурсников». Некоторые говорят: «Я чувствую боль, когда говорю от учителей». Концентрируйся на этом. Некоторые говорят: «Я помню, как учитель по математике или по английскому всегда удивлялся мною и говорил: это самый умный ученик». И случалось, что я что-то чувствовал, когда он говорил эти слова. И когда я делаю эту дуа, я чувствую опять эти боли. Здесь попытайтесь взять след от этого учителя. Он говорит: это же давно было. Где же я его возьму? Тогда садитесь и делайте дуа. «О Аллах, если то, что во мне, по причине сглаза этого учителя, то сними его, уничтожь его, отведи его жар или его холод от меня. О Аллах, отведи от меня то, что меня поразило». И тогда он говорит: я чувствую, что в теле, в ноге, в руке, в ухе начинается жар, затем облегчение. Я отвечаю: значит, Аллах по своей воле, вероятно, помог попасть в точку. И ты точно узнал, каким именно сглазом или завистью ты был поражен. Некоторые люди говорят: я делал дуа много раз и не получил никакого результата. Я отвечаю: а разве мы делали дуа? Мои братья, я на это часто указываю. Можно ли делать дуа: «О Аллах, отведи от меня сглаз джиннов»?
Некоторые спросят, чем же джин меня может поразить? Я говорю, джинны и шайтаны питают зависть к детям Адама, так же, как питают ее одни люди к другим. Иблис и его потомство питают зависть к Адаму и его потомству до самого судного дня. Поэтому я говорю, вы просили дуа: «О Аллах, выведи из меня то, что меня поразило от родственников, друзей, на работе, на учебе, в моей силе, здоровье и так далее». И может человек добавить: «О Аллах, выведи с глаз джиннов, отведи с глаз джиннов, зависть джиннов». И скажет: почувствовал более сильные симптомы, чем те, на которые жалуюсь. И я отвечаю: значит, здесь проси Всевышнего Аллаха отвести от тебя именно этот вид поражения. Поражение с глазом шайтанов и с глазом джиннов. Я сократил эту тему. Осталось лишь поговорить о лечении с глаза. Хорошо, все это мы сделали. Есть ли еще какие-то действия, которые человек может предпринять? Да. Что это? Это вещи, имеющие основу. Когда я говорю «имеющие основу», я имею в виду, что они обоснованы шариатским доводом. Например, вода замзам для того, для чего ее пьют. Человек может попить воду замзам с намерением отвести любую болезнь, отвести любой сглаз, отвести любую зависть, отвести любой сихар и тому подобное. Может выпить с таким намерением. Может ли он прочитать на нее некоторые аяты? Да, он может прочитать некоторые аяты и попить. Он может также помыться ею или обрызгать то место, где чувствует боль. И по воле Аллаха это может принести пользу. Есть также в нашей религии оливковое масло. Пророк, мир ему, сказал: «Ешьте масло, то есть оливковое масло, и натирайтесь им, ибо оно от благословенного дерева». Значит, человек может натираться этим маслом и просить у Всевышнего его бараката, натирать им больное место, или ту вещь, на которую он жалуется. И если на это масло еще и прочитать аяты Всевышнего Аллаха, то его эффект по воле Аллаха будет еще больше и действительнее с дозволения Аллаха. Черный тмин. О нем есть хадисы о том, что это лекарство от всех болезней, как бы он ни применялся. И все такое. Мед, человек может использовать и его. По поводу этих вещей у нас есть аяты и хадисы. Мекканская сенна — это вид слабительного и помогает при многих болезнях. Человек может спросить: а при чем тут слабительное? Если мы говорим о сглазе, я отвечаю: слабительное, и особенно мекканская сенна, о ней есть 5 хадисов, подкрепляющие друг друга до степени хороших, о том, что это лекарство от всех недугов, кроме смерти. Человек может использовать ее как часть своей программы лечения. Хорошо, есть ли еще что-то, что можно использовать? Опытом было установлено, то есть шариатская рукья и все, что с ней относится, считается частью медицины. И медицина основывается на опыте и практике. Но при условии, если эти практики не содержат в себе ширк и не приводят к ширку. Также в ней не должна быть использована скверна, харам, моча, кал и все подобное. И также человек не должен считать, что эти различные практики исцеляют сами по себе, потому что исцеляет только Всевышний Аллах. На таких условиях человек может использовать и другие способы лечения. Установлено, например, что омовение водой с солью, может быть, с аятами, которые на нее читают, оказывает влияние на некоторые случаи сглаза. Не надо приходить и говорить: один из чтецов сказал, что соль — это лекарство от сглаза, квасцы — лекарство от сглаза, сидр — лекарство от сглаза, замзам — лекарство от сглаза. Это не так. Все это лишь причины. Может помочь кому-то, а на другого никак не повлияет, так как это только одна из причин. Это только одна из причин. Например, замзам упоминается в хадисе. Замзам для того, для чего его пьют. Значит, есть хадис. Есть ли хадис о соли? Нет, такого хадиса нет. Есть ли хадис о квасцах? Нет хадиса. Есть ли хадис о сидре? Нет хадиса о сидре. Но основываясь на опыте, можно сказать, что некоторым это помогло. Кому-то помогло полностью, кому-то на 50%, кто-то не почувствовал ничего. Значит, нам надо сказать, что это причины, которые человек может совершать. Мыться ими или использовать другими способами.
И если это улучшит его положение, хвала Аллаху, что он воспользовался дозволенной вещью. Эти вещи дозволены. Нет проблем их использовать. Можно также натереться маслом черного тмина, какими-то маслами. То есть много вещей, которые человек может использовать в лечении из глаза. Некоторые окуривают черным тмином. Я говорил об этом. Еще раз об этом будет в лекции о программах. Но остался еще один важный вопрос. Если сглаз поразил, например, кожу человека, что ему следует использовать? То, что подходит для лечения кожи, мази и тому подобное. У человека сильные головные боли по причине сглаза, поразившего его по причине знаний. Что ему делать? Он может натирать голову начитанным оливковым маслом, может вдыхать пар, например, растертого черного тмина, или что-то с сильным запахом. Какие-то мази, которыми натирают тело, например, окуривать ими. Он также может, например, понюхать запах миска и прочие вещества, запах которых заходит глубоко в голову и таким образом оказывает эффект. Или класть разные примочки прямо себе на голову. Также одной из сильных причин является, как упоминалось, шариатская рукья. Он может читать аяты, в которых есть слово «глаз», слово «зависть», также, например, слово «благо», «милость», «сила», «украшение» и прочие вещи. Все зависит от вида поражения у этого человека. Он также может слушать запись руки, в которой упоминаются эти слова. Также человек может подобрать некоторые аяты, в которых есть связь с тем, что именно в его теле поразил глаз. Это может быть, например, торговля, его деньги, и он может читать аяты, в которых идет речь о деньгах, о наделении уделом, предпочтение Аллаха одним из вас других в пропитании и подобных вещах. Некоторые говорят, когда я слышал эти аяты или читал их сам, чувствовал эффект. Или по моей правой руке, например, стали бегать мурашки. Или какие-то шарики, после чего стало легче, вышел пот и прочие вещи. Хвала Аллаху. Или же он может сделать такие дуа, о которых я уже говорил. Каждый, соответственно, своему случаю. Есть записи, выставлены они на моем сайте. Я еще с самого начала, когда только начал заниматься рукьей, собирал эти аяты, но я их не собирал за один раз. Компьютеров тогда не было, мы собирали их по одному аяту, практикуя их чтение с разными случаями. Выбирали по смыслу какой-нибудь аят и видели, что он влияет на этот случай. Начинали искать другой аят, в котором говорится о знании. Это влияло еще сильнее. Аят с упоминанием понимания, мудрости, памяти, других вещей, эффект увеличивался. И таким образом собирали, пока не собрали и назвали их аяты о знании. Это аяты, в которых действительно упоминается знание. Но это не значит, что человек теперь скажет, это аяты для тех, кого поразил сглаз в знаниях, и другие слова Аллаха не лечат. Нет, это не так. Эти аяты влияют по-своему. Потому что в них упоминается та причина, по которой этого человека коснулся сглаз. Например, женщину коснулся сглаз по причине красоты. Здесь на нее будут влиять больше аяты об украшениях, аяты о красоте, аяты о лице, например, лица в тот день будут сияющими и так далее. И если она будет слушать эти аяты или делать подходящее ей дуа с таким значением, например, «О Аллах, отведи от меня то, что меня поразило в моей красоте, что поразило меня на лице», в цвете кожи, в самой коже, в других вещах, может, это повлияет больше. Я отвечу, так и продолжайте. И потом делайте дуа, которое делал пророк, мир ему. Прибегаю к совершенным словам Аллаха от всякого шайтана и вредителя и от всякого дурного сглаза. Чтение суры Аль-Фалях и суры Ан-Нас, а также другие аяты и суры. Человек должен стараться сделать все, что в его силах. Сделать все то, на что у него есть возможность. Хорошо, есть разные мази, например, для лица, различные кремы, или разные известные травы, которые используют для кожи лица, которые очищают кожу лица. Например, порошок люпина. О нем мы поговорим. Или антипка. Ее клали раньше на лицо, чтобы очистить его от разного рода грязи, от веснушек и прыщей. Может ли больной брать что-то подобное, прочитать аяты и наложить на лицо? Да, может, и эффект будет больше по воле Аллаха. Или же можно положить маску, например, из меда прямо на лицо. Женщина прослушивает рукью и говорит: «Шейх, я чувствую, как что-то шевелится на моем лице. Первый раз такое ощущение». Итак, есть некоторые вещи, которые человек может использовать. О них подробнее будем говорить на других уроках. На уроках о программах лечения, которые прошу Аллаха мне облегчить в будущем.
Оставайтесь с нами на связи. Также есть еще один важный вопрос. Вопрос защиты. Постоянная защита. Для чего она? Потому что сглаз постоянно преследует человека. Особенно, если этот человек чем-то выделяется. И другая вещь. Есть люди, особо предрасположенные к сглазу, как об этом сказано в истории детей Джафара, да будет доволен им Аллах. Есть люди, которых сглаз поражает особо часто, липнет к ним чаще, чем к другим. Сглаз их постоянно поражает, то есть они предрасположены к поражению им. Почему? Так пожелал Всевышний Аллах. Также бывает, что определенная вещь притягивает сглаз. Например, женщина с очень длинными и пышными волосами. Это привлекает внимание. Поэтому она может чаще других подвергаться поражению из-за своих волос. Например, сильный мужчина, тело которого привлекает внимание. Я говорю, это привлекает внимание, поэтому это может потенциально стать причиной поражения сглазом. Хорошо. Что делать, чтобы человек был более защищен от потенциального поражения сглазом? Он должен попытаться изменить ту вещь, которая притягивает к себе взоры людей. Например, к Усману, да будет доволен им Аллах, зашел один человек. К ним зашел красивый мальчик, привлекательный. Усман посмотрел на него и сказал: «Поставили бы вы ему на подбородок черную точку, то есть нарисовали бы вы ему черное пятно в этом месте, чтобы отвести взгляд человека, смотрящего на этого ребенка. Человек зайдет, посмотрит на этого ребенка, сразу же увидит, какой он красивый, и увидит это пятно или что-то, что скрывает его красоту, спросит: «А это что такое?» и отведет от его красоты взор. Так поступать дозволено. Но при одном важном условии. Человек не должен верить, когда он совершает подобное, то иначе его убьет сглаз, сделает то-то или это. Он должен просто сделать причину, чтобы отвести посторонний взгляд от этой красивой вещи и тому подобного. Нет проблем поступать таким образом. Об этом говорили шейх Ибн Утаймин, шейх Ибн Джибрин. Также на это есть довод из практики больших сподвижников и праведных халифов. Поэтому в этом нет проблем. Итак, человек, который чувствует в себе что-то подобное, должен обратить внимание на то, как следить за собой, чтобы поражение с глазом больше не повторялось. Даже в его силе, даже в его здоровье. Даже женщина в приготовлении пищи, уборке, скорости выполнения дел может немного приостанавливаться, чтобы не навлечь на себя лишний раз взгляд, чтобы она не привлекала внимания своим поведением. Также вопрос о том, что когда человек защищает себя, он может воспользоваться и лечебными методами, ведь он может не почувствовать сглаза сразу, а почувствовать его только тогда, когда он начнет в нем проявляться, и только тогда он узнает, проверив себя, что у него давнее поражение. Итак, человек может, например, постоянно натираться начитанным маслом, пить начитанную воду, делать зикры, делать дуа Аллаху. Некоторые говорят: «Я ни на что не жалуюсь, но вот, когда я делаю дуа через 2-3 дня, о Аллах, отведи от меня всякий сглаз, поразивший меня, и вдруг почувствовал, значит, у тебя есть поражение, о котором ты не знал. И хвала Аллаху, что ты продолжаешь делать дуа. И хвала Аллаху, что ты продолжаешь делать дуа, потому что если остановиться, это поражение может повториться с еще большей силой и большими страданиями». Еще один вопрос, о котором я хочу поговорить. Всегда говорят, что должен делать пораженный тем или иным видом поражения. Но оставляем без внимания своих детей, которые всегда бывают особо уязвимыми перед сглазом. И это поражение может прийти от нас самих, от отца, от матери, от братьев, от дедушки и бабушки. Это может быть сглазом восхищения или другим видом сглаза. Даже может быть и завистливым сглазом. Мне иногда пишут сестры и говорят: «Шейх, моя мать питает ко мне зависть». Да как так-то? Клянусь Аллахом, шейх, мать не завидует. Шейх, моя мать однажды мне отрезала волосы, пока я спала, и сказала: «Не будет у тебя волос длиннее моих». Это действительно зависть. Не наденешь платье красивее моего. Негоже тебе переплевывать меня на свадьбах. А иногда она вообще запрещает мне идти на свадьбы. Она идет одна и приукрашивается, как будто бы ей 20 лет, а я остаюсь сидеть дома. И у этой девушки начались комплексы.
Кто-то скажет, эта мать поражена сихром, одержимостью, но даже если и так, мать все равно может питать зависть к своей дочери, а может и питать к своему сыну. Когда он женится, например, она говорит, как это он женился, теперь эта женщина отнимет его у меня, и начинает питать зависть к нему и его жене. Поэтому тут, когда мы говорим о лечении пораженных с глазом или завистью, необходимо обращать внимание на подобные вещи. Также следует помнить, что при поражении с глазом или завистью, за этим самым глазом может последовать шайтан. Шайтан может последовать за ним и причинить вред. Такой вред, который обратит все это дело уже в поражение одержимостью или сихром, так как этот шайтан тоже может быть сахиром. И тогда больной сам начинает сомневаться, это у него сглаз, зависть, сглаз, сихр или одержимость, и начинает метаться направо и налево. И поэтому я говорю, что человек должен всегда понимать эти вопросы и должен понимать, как ему действовать во время лечения. Я говорил, что в этой серии лекций мы все сокращаем, и по воле Всевышнего Аллаха, если Он не облегчит, то всю эту тему в будущем я буду разъяснять в виде программ лечения или плана действий для пораженных глазом, пораженных по причине красоты, силы, по причине хорошего отношения к родителям, что ему делать и так далее. Случаи, которые часто случаются с пораженными. По милости Всевышнего Аллаха, я коротко об этом рассказал. Конечно, нет проблем, если больной пациент воспользуется, как я говорил, дозволенными вещами. Дозволенными вещами. Один сказал, я попробовал, например, чеснок. Попробовал чеснок с пораженными с глазом, дал понюхать. Или нарезал его с маслом и натер им и увидел результат. Я говорю, по воле Аллаха, в этом нет проблем, но только не начинайте говорить, у меня появилось лекарство от сглаза и зависти, выводящее все это за 5 минут, минуту, день или моментально. Все это ложь. Это ложь. Даже если кто-то скажет, у меня начитанная вода, если вы ее выпьете или помоетесь ею, пройдут все ваши душевные заболевания. Я отвечу Тулгун. Почему? Потому что, братья, все это лишь причины. И если это только причины, то человек не должен утверждать. Например, сура Аль-Фаляк и сура Ан-Нас. Это лечение или нет? Хорошо, я не вылечился после их чтения, потому что вы лишь совершили причины. Всевышний Аллах не дозволил не зайти исцелению, хотя я и совершил действительную причину, но все же Аллах не позволил мне вылечиться. Так что же мы должны говорить? То, что чтение суры Аль-Фаляк, суры Ан-Нас, всего Корана — это лечение по воле Аллаха от сглаза и зависти. Когда? Аллах знает лучше. Шейх, когда же результат? Когда пожелает Аллах? Он лучше знает. Поэтому это ложь, когда кто-то говорит, у меня есть программа, которая вылечивает от любого сглаза, сихра или одержимости за 3 дня. Эти люди таким образом лгут. И прошу Всевышнего Аллаха вылечить каждого пораженного сглазом и завистью. Он это решает, и Он на это способен. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, всей его семье и его сподвижникам.